Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. На мне большая ответственность, я это понимаю. Я постараюсь не подвести команду. Знание истории, строевая подготовка, оказание первой помощи. Сегодня в поселке Спутник прошел этап всероссийских военно-спортивных игр «Зорница 2.0». Сколько ребят приняли участие в соревновании? Я уже 3 года пытаюсь поступить. В Москве пробую здесь. В Осетинском театре состоялся очередной тур вступительных экзаменов в Государственный институт театрального искусства. Приемную комиссию возглавил ректор вуза Григорий Заславский. Сколько абитуриентов претендует на поступление и кому удалось впечатлить высокое жюри? Уметь ориентироваться в сложной ситуации. Сотрудники МЧС приняли участие в очередных учениях. На этот раз отрабатывали десантирование с борта вертолета. О результатах тренировки расскажем в выпуске. Продолжается реконструкция сети водоснабжения горных сел Алагирского района. В поселках Бурон, Садон, Галон, селах Верхний Сгит и Унал работы в самом разгаре. Специалисты проложили уже около 32 километров труб разного диаметра, смонтировали более 180 железобетонных колодцев. Завершить работы планируют к концу года. В 25-м реконструкция водоснабжения продолжится в поселках Мизур, Нузал, Холст и Зинцар. Работы ведутся по госпрограмме развития СКФО. Все для того, чтобы обеспечить качественной питьевой водой населенные пункты Северной Осетии, даже самые отдаленные. 1 миллиард рублей направят на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозтехники. Правительство продолжает работу по снижению финансовой нагрузки на аграриев и обновлению парка. Средства направят Росагролизингу. Это позволит субсидировать договоры на поставку около 2000 единиц различной техники. Автомашин, прицепов и полуприцепов, крытых грузовых вагонов, вагонов-цистерн, вагонов-рефрижераторов и контейнеров-рефрижераторов. Всего в этом году по договорам льготного лизинга аграриям планируется поставить не менее 8500 единиц различной техники. Узнать хронологию Великой Отечественной войны из уст ее активного участника. Ветеран Александр Пагаев встретился со студентами Северо-Осетинской государственной медакадемии. Больше 60 человек слушали, как Красная Армия 4 года выбивала победу из рук немецко-фашистских захватчиков. 20 мая Александру Пагаеву исполнится 99 лет. Когда молодежь спросила, какой секрет долголетия, он с улыбкой ответил: во всем виновата закалка самой бесчеловечной войны. Его призвали в 42-м, служил в том числе и на Ленинградском фронте. В подробностях помнит ужасы голодного Ленинграда. Александр Михайлович, участник освобождения Выборга, дважды был ранен, но не сдавался, как и его боевые товарищи. Беседа прошла в преддверии Дня Победы. Ветеран призвал студентов непрерывно учиться и вести здоровый образ жизни. Сам Александр Пагаев ежедневно проходит не меньше 3 километров. Спортом занимается с детства. Физическая подготовка позволила ветерану прослужить больше 30 лет на Тихоокеанском флоте. Это отличный пример для молодежи, отметил ректор СУГМА Олег Ремезов. Реальные свидетели Великой Отечественной – это возможность вот так без купюр узнать, как сражались наши деды и прадеды. Я закончил всего 7 классов, и после 7 классов я был, можно сказать, малограмотным. Но судьба сложилась по-иному. Вот. Закончил я Новосибирское военно-пехотное училище, вот, уже нормальное. Через 2 года, в 1947 году, я выпустился лейтенантом. Вот. И по просьбе, своей просьбе, удовлетворили мою просьбу
направить на Тихоокеанский флот. САГМА участвует во всех республиканских, федерального уровня мероприятиях. Но кроме того, у нас есть собственные уже традиции, мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Помимо этого, новшество в этом году, то, что мы планируем устроить экспозицию «Бессмертный полк» именно родственников нынешних сотрудников САГМА на постоянной основе. Четкий шаг, традиционная речевка и, конечно же, песня. Строевой смотр – это одна из обязательных дисциплин всероссийских военно-патриотических игр «Зорница 2.0». Сегодня состоялся муниципальный этап соревнований. Впереди ребят ждут еще несколько стартов, по итогам которых лучшие представят свои регионы в большом финале. Все подробности в материале Алены Агаевой. Подтянутые по-военному строгие, высоко держа голову, участники успешно проходят задания, и отчасти это заслуга их капитана Адрианы Хубецевой. Она знает, что на ней большая ответственность, и от каждого ее слова зависит выступление отряда. Девочка всегда обладала лидерскими качествами, умела правильно распределять обязанности и задачи, и давно развеяла миф о том, что роль капитана только для мужчин. Адриана уверена, сегодня приведет команду к победе. На мне большая ответственность, я это понимаю, я постараюсь не подвести команду. Зорница – это очень серьезное мероприятие, мы к нему долго и трепетно готовились. Первое место нас ждет. Четкий шаг, строгое соблюдение всех правил и традиционная речевка. С осмотром строя и песни команды справились успешно. Остаются еще не менее интересные дисциплины. Страницы истории Отечества, химическая и биологическая защита, спортивная подготовка и другие. Ребята не только научатся работать в команде, но и освоят такие важные компетенции, как оказание первой помощи, ориентирование на местности, знание основ истории страны. Начали готовиться к зорнице сразу, как узнали о том, что она будет проводиться у нас. Мы уделили внимание всем испытаниям, которые нам необходимо будет преодолеть во время игры. Участие в зорнице – это очень важно, так как эта игра развивает любовь к родине, чувство патриотизма, ну и возможность проверить свои силы по сравнению с другими школами. Больше 300 человек, 30 команд, и каждый здесь ради одного – звания лучших. Победившие представят город уже на республиканском этапе. Команды уже активно готовятся, учат теорию, строевые движения. А вот всероссийский финал состоится уже осенью. За главный приз сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов, как в отрядном, так и в индивидуальном зачетах. Сегодня я надеюсь на то, что вы по полной выложитесь. Вы покажете свои знания истории, общевойсковой грамотности. Вы покажете свою строевую и спортивную подготовку, умение оказывания медицинской помощи. И все это входит в комплекс мероприятий «Зорница 2.0». Каждый этап конкурса нацелен на патриотическое воспитание. Цель «Зорница 2.0» – дать необходимые навыки для жизни, от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности. Мероприятие проводится региональным отделением движения первых в преддверии Дня Победы. Алена Агаева, Сармат Сугаров, Новости Осетии. Лекцию для тех, кто хочет попробовать свои силы в политике, провели в штабе общественной поддержки республики. С молодежью пообщался заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Юдзоев. Говорили о работе с избирателями в процессе предвыборной кампании. В рамках кадрового партийного проекта «Поле старт» такие семинары для кандидатов в ПГ проводят регулярно. Его реализуют с 2018 года. За 6 лет через проект прошли больше 30 тысяч человек по всей России. Сегодняшняя тема, она относится к избирательному процессу, к предвыборной подготовке. И она бесспорно очень интересна и важна, потому что любая избирательная кампания – это в первую очередь работа с своим электоратом и с жителями районов, от которых человек будет баллотироваться. И на сегодняшнем занятии нам подробно донесли информацию о том, как нужно работать со своим электоратом, как нужно проводить встречи с жильцами, чтобы их расположить к себе как кандидату, и о многих других тонкостях этого важного процесса.
Сохранить спокойствие и показать все, на что способен. Задача не из простых, когда сдаешь вступительный экзамен в один из лучших театральных вузов страны. На этот раз оценить юных артистов в республику приехал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. В Осетинском театре под пристальным взглядом расширенного состава комиссии ребята показывали не только заранее отрепетированные номера, но и импровизировали. Насколько хорошо получилось, расскажет моя коллега Залина Калманова. Именно здесь рождаются будущие звезды. Спеть, прочитать басню и стихотворение. Классический набор творческого конкурса. Эмоции и раскрепощенность – вот что стремится увидеть жюри. Показать свою индивидуальность приехали участники со всей страны. Для того, чтобы все прошло идеально, ребята готовились годами. Для многих это уже не первая попытка. Я уже 3 года пытаюсь поступить. В Москве пробуюсь здесь. Сейчас к нам приезжает и Щука, и ГИТИС. И не упускаю возможности, везде пробуюсь. Репертуар приходится подбирать долго, потому что надо найти что-то, что подходит больше тебе. Не то, что хочет услышать комиссия, а то, что ты можешь донести до комиссии. Я готовлюсь очень много, очень долго, подбираю разную программу, чтобы если у меня попросят там еще басню, еще стих, у меня всегда был запас в репертуаре. Показать хочется все, на что способны, но самое главное – сохранять спокойствие, говорят участники. Пройти отбор и поступить в вуз для многих настоящая мечта, поэтому репертуар каждый подбирал тщательно, но иногда подготовленная программа не дает полностью раскрыть потенциал. Комиссия в таких случаях дает дополнительные задания. Например, прочитать тот же эпизод, только с другой интонацией. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк. Для прослушиваний приехал расширенный состав комиссии под руководством ректора ГИТИСа Григория Заславского. Лучшие смогут учиться на актерском, режиссерском и на факультете музыкального театра. А еще выбрать совсем новые направления – сценических искусств, сценографии и театроведческий факультет. Каждый раз видим, что талантливые дети, они чаще всего, не чаще всего, может быть, но наверное, чаще всего рождаются в семьях, где не самые состоятельные родители. И дать вот эти вот равные шансы, чтобы вот этот первый тур, который, что называется, самый такой жесткий здесь отбор ведется, чтобы все-таки первый тур был максимально у всех, кто хочет попробовать свои силы, чтобы он был, чтобы шансы были максимально равными. Комиссия приехала в рамках проекта «ГИТИС-Юг», который реализует уже 25 лет. Благодаря ему в ГИТИС каждый год отбирают талантливых ребят со всей страны. Когда-то в рамках этого проекта в вуз поступил и руководитель Осетинского театра Гиви Валиев. Сейчас буквально у каждого есть все шансы попасть в один из лучших театральных вузов страны. То, что есть сегодня, это очень хорошо. Но нам нужно более масштабно и, слава богу, в целях, как это правильно сказать, сегодня у нас есть такие возможности в стране в целом. Не то, чтобы в Северной Осетии, а еще и в целом в стране, что у нас есть такие возможности развиваться, и мы будем развиваться. Из Северной Осетии прослушивания пройдут больше 50 человек. Руководство республики поддерживает все начинания талантливых ребят. Глава республики Сергей Миняйлов встретился с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Руководитель Северной Осетии отметил, для развития нашей молодежи нужно создавать все условия. Залина Калманова, Заар Кодзаев, Новости Осетии. Спасатели МЧС отработали беспарашютное десантирование с борта вертолета Ми-8. Высота спусков составила 20 и 30 метров. Далеко не везде можно применить автомобильный транспорт. В труднодоступных местах приходится использовать такой вид доставки в зону ЧС. Всего в тренировке приняли участие 15 спасателей и 3 членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС России. Перед началом все прошли инструктаж, проверили исправность и надежность снаряжения, а также отработали спуск из воздушного судна на земле. От руководителя спуска, или, как говорят, выпускающего, при проведении беспарашютного десантирования зависит жизнь спасателей. Перед полетом он должен проверить снаряжение спасателей и устройства, и только после этого начинать спуск. Тренировка прошла в штатном режиме. Все запланированные спасателями и авиаторами цели и задачи были достигнуты. Спасатели от Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда и 5 человек от регионального Северокавказского поисково-спасательного отряда. Тренировочные спуски прошли успешно, поставленные задачи были выполнены. Тренировки необходимы для того, чтобы спасатели не забывали свои навыки, так как мы ежегодно применяем авиацию МЧС России для спасения
туристов, альпинистов в горных и лесистых местностях. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.